А с 6 июня 1944 года на передовой. Все до самого конца войны. Но между этим кусочком я сумела, попала так, что над линией фронта была сбита, попала в плен, пробыла в плену 5 месяцев. Попала обратно, разыскала свой полк, где предлагали очень много полков. Сбили как? Очень просто, с земли стреляли, да и сбили. Не пешком же пойдешь туда. Все, после этого обратно нашла свой полк. В Варшаве восстание подняли. Вот мы на это восстание летали и от них брали через Вислу, прямо с берега Вислы, не готовя никаких площадок, ничего, людей на самолет и отвозили в Брест-Литовский военный госпиталь, полевой или госпиталь, как он там назывался, не знаю, раненых. Так и я туда-обратно, так и с челноком ходили, а война шла, вверху шло много, одни туда, другие сюда, небо было черное, как говорится, и воздушные бои вверху были, а мы должны были летать по приказу не выше 20 метров. Вот попробуй 20 метров. Тут и в каланчу врежешься, тут и мельницы там очень много крутится, эти лопасти 14 в размахе, ну, высотой этих вот, 14 метров рубали наших ребят, которые к земле прижмутся. Я несколько раз привозила на колесах колосья, потому что жито там высокое. Понимаешь, я встану, руку протяну, и еще до колосьев не достаю. Во, какое было жито. А мы были, как говорится, на подхвате. Часть ребят летали, и связь держали, и раненых вывозили, грузы возили. Что дадут? Рабочие люди. Я говорю, модернизировали его, сделали, приспособили, вооружение, там, карабины сделали, он стал подхватывать эти бомбы. Или люльки поставили, в них ложить можно раненого, на каждое крыло по люльке. А еще это вот, само пузо этого самолета называется горгрот. А в горгрот тоже можно было положить человека или посадить человека легко раненого. Вот так. У меня было, кажется, 3 человека. Часто возила, по воздуху возила.